Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапурли же поголомил ташлак тиндандане Эльвира Америкгачен. Родилась я в русско-марийской деревне Лежвершина Куженерского района. И, как я уже сказала, русско-марийская, поэтому обе эти культуры, и русская, и марийская, для меня очень-очень важны. Как-то мы с детства научились говорить и по-русски, и по-марийски. Марийский язык был это основной не только в школе, но еще и дома, потому что родители были у меня учителями. Кто уже следит давным-давно за моим YouTube-каналом, знает о том, что я живу здесь уже очень давно. Здесь это в Соединенных Штатах Америки. 20 лет. Но, несмотря на то, что я живу здесь 20 лет, я очень сильно храню в себе обе культуры. Как русскую, так и марийскую. Почему я открыла YouTube-канал? Поймала себя на том, что еще не успела выучить английский язык, а уже начала забывать свой родной марийский язык, но и также русский язык. Поэтому я решила открыть свой YouTube-канал, что мне, в общем-то, и помогло. И, безусловно, живя далеко от родины, я обращаю очень большое внимание на то, как люди разговаривают на русском языке или же на марийском, моем родном языке. Колоштам пеш тюткин, кузе марла кутрат и кузе рушла кутрат. В последнее время я обратила внимание на то, что очень много, хоть в русском языке, хоть в марийском языке, люди используют иноязычные слова. Слова, пришедшие из другого языка. Все, которые следят за моим YouTube-каналом, знаете о том, что я занимаюсь рукоделием. Скорее, вязанием. Один раз ко мне звонит одна моя приятельница из Республики Мариэл. И тут она говорит мне: «Ты такие классный лук создаешь!» Я поначалу не поняла, что она имеет в виду, но тут же я ее поймала и сказала: «О, ты хочешь сказать, что я создаю образы?» «Да, у тебя красивые образы получаются». После этого она продолжила. Говорит: «Твои handmade костюмы очень красивые». И тут я опять: «Имеешь в виду мои руками связанные костюмы очень красивые?» И она мне говорит: «Да, вот, очень красивые платья, юбки ты вяжешь». Если же эта приятельница была из простых людей, я обратила внимание на то, что не только простые люди используют иноязычные слова в разговоре на русском или же на марийском, но и, впрочем, вся моя подборка из интернета. Объявление марийского телевидения по случаю празднования юбилея Радио Мариэл в августе 2019 года. Что написано? Food court, ресторанный дворик. По-марийски это будет «Посна кочкаш аштамавер». Дальше. Театр Шкетана, детская театральная студия Изи Стар, вновь открывает свои двери. Аж 3 языка соединены: русское, марийское, да еще английское. А можно было просто сказать Изи Шидер. Пост Наташи Пушкиной. Кто она такая? Все знают. Кютага Наташа Пушкина, Чаланат Палат. Сегодня участвовали на празднике спорта Fitness Open Air 2022, который организовал Астрон.
Что же это такое Fitness Open Air 2022? А если перевести, это будет физкультура под открытым небом. Яндар юже, что спорт дена занимать лимаш. Компания Мари Парти, Марийский праздник, але марлажи леш Мари Куштамаш, Мари Пайрем. Компания Мари Айс по продаже мороженого. Айс – это лед, марлажа и. Уважение к себе начинается с языка. Я не исключаю иноязычные слова, как, например, в медицинской терминологии или же в юриспруденции мы должны использовать латинский язык. Или же в музыке терминологии из итальянского языка. Модерато, виваче, или же компьютерные программы с английского языка. Но чтобы не по делу использовать английский язык, пол предложения на английском, пол предложения на русском, да еще там и марийский, но такая каша получается совсем некрасиво. Я также хочу отметить, что я ни разу не замечала подобное, то есть использование иноязычных слов как бы не по делу, например, на страницах газеты «Мариэл» или же «Кугарня». И канат ужин омал, чтобы пидакок газет кучилтанат йод елмагачан толше мут влаком. Таглай. Пеш титкен нуна тушто ончат. Манаш Мари елман яндарлык шанерген, нуна моткоч шикланат. Конечно, если бы я жила еще до сих пор в республике Мариэл, в своей стране, то наверняка у меня отношение было бы, наверное, так же, как и у вас. Мы всегда очень стараемся показаться, как говорится, круто. Но на самом-то деле это смотрится очень некрасиво и уши режет. И это не только мое мнение личное, но и всех иммигрантов, которые вот приехали сюда. У меня есть друзья и из Чувашии, и из Татарии, и из других стран бывшего Советского Союза, и они все в этом согласны со мной. Зайцев Юрий Викторович, исполняющий обязанности главы республики. Он мне нравится. Под его постом я оставила свои комментарии. И я очень надеюсь, что на государственном уровне эта проблема каким-то образом будет урегулирована. Потому как в первую очередь я говорю о языковой культуре, о чистоте наших языков русского и марийского с уст государственных теле- и радиокомпаний, газет и журналов, театров, ибо они несут культуру в народ. И, пользуясь случаем, также бы я попросила исполняющего обязанности главы Республики Мариэл Юрия Викторовича о внимании изучения марийского языка в школах Республики Мариэл. Все, что я хотела сказать в этом видео, я сказала. Чела маешкемен шономашем каласышем. Теперь уже остается дело за вами. Каждая айдеме анде шоношашла. Моя мама всегда говорила, что сознание каждого человека должно быть. Об этом, в принципе, я даже не должна говорить. Каждый человек об этом должен помнить, потому что язык – это наше достояние. Мы должны гордиться своими языками, нашими языками.
великого Пушкина, Горького, Толстого, Шкетана, Рыбакова и остальных. Ашке ушдене илен шонен илаш килеш. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И надеюсь все-таки на результат. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался на мой YouTube канал. И будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. И шанем тиде видео тендам тарата елменерген шоналташ. Да кутырма годым эскерен кутыраш тӱҥалыда. Кӧн уло шонымашыже, кодыза шке шонымашдам. Кӧ эше возалтын огыл мыйын YouTube каналышке, возалтса. Лийза тажа да пиалан. Пагалыза шкендан марий йылме гоч. Тендан дене лийын Эльвира Америка гычын.